Мы очень давно просили вас о каком-либо фидбэке, и наконец-то мы дождались. Нам начали писать очень много комментариев, которые нам сейчас Рая зачитает. Рая зачитает, просто какой-нибудь рэп какой-то пойдет от меня. Тут написали, что я похожа на девочку из Silent Hill. Они, по-моему, с ней не очень. Знаешь на кого? Я всю жизнь на кого-то похожа, но не на себя. На девочку из видео KFC. Мы толстеем, у нас тут все лишнее появляется, потом худеем. Давайте спиной повернемся, мы тоже будем похожи. Да, вот я и Леха подведусь, повернемся спиной, ты не различишь его. Ну так есть девушки с короткими стрижками, по-любому. Спасибо. Ох уж эти темные губы. С едой ассоциация с Хеленой Бонем Картер. Тоже комментарий, который Маше очень нравится. Мне не первый раз говорят, что Хелена Бонем Картер. Вот сейчас Маша немножко пафосная, заметили, да? Не первый раз такое говорят. Ветви ждущие тянулись ввысь, будто бы дождаться поклялись. Лес, тянущий ветви к небесам, ждал плодов каких, не ведал сам. Странных ожиданием болел, утром на деревьях снег созрел. По скрипту ведущая так мила. Ой, это про меня, да? У нас все девушки суммарно в нашей студии не получали столько комплиментов, сколько Сергей Мартынов получал. Я не знаю, почему это материал. Получил. Все сказали, Все любят толстых. какой он красивый, какой мужчина написали. Я подумал, наверное, тоже надо набрать. Вот набрал, что-то до сих пор комплиментов нет. А и не будет. Я сейчас буду зачитывать комментарии под твоим видео. Так. Пожалуйста, Отлично. отыграй. Пишет Боб Слепцов. Ведущий пирожочек получше Кэпа будет. Меньше выпендрежа, больше дела. Красавчик. Меня очень радует, когда меня в комментариях обвиняют в том, что я выпендрежник, пафосный. В английском языке, вот я сейчас в английском языке, что ну опять? Ты русский-то не до конца знаешь, он английским своим. Да, есть выражение resting beach face, такое расслабленное, плохое лицо. То есть, когда человек считает, что у него выражение лица абсолютно нейтральное, а оказывается, на самом деле, люди окружающие воспринимают, что он как-то высокомерно, плохо на всех смотрит. Я тоже не согласна с этими комментариями. Когда люди видят уверенного в себе человека, они просто типа лишь бы за что. Спасибо, ты мне помогла сейчас. Удивляешь. Следующее видео, под которыми вы оставили свои комментарии, называется «Острая лапша челлендж». И что мы тут видим? Какой-то пользователь пишет «Лера бомба». Ник этого пользователя Толмачева 1999. Смотрю только ради Раи. Сергей однозначный. Если это твоя настоящая фамилия, напиши нам, пожалуйста. Я хочу увидеть этот паспорт. Пек как будто эту лапшу ест каждый день на... Пек это Я тоже читала, кто такой Пек. Кто Пек? Пек как будто эту лапшу ест каждый день на завтрак, обед и ужин. Кто такой Пек? Пек, а ты ешь ее на завтрак, обед и ужин? Пек. Сегодня пришел, кстати, очень классный комментарий. Девушка одна написала: зачем вам Россия, когда есть Казахстан? Вот это здорово, да? Я с одной стороны, я сначала так... А правда есть Казахстан? А ведь с этим не поспоришь, да? Да, нет, и при этом я говорю, вот наши зрители из Казахстана очень лояльны. То есть ребята там, очень благосклонно относятся к тому, что мы делаем. И спасибо вам за это. Мне понравилась классная подборка, классные ведущие. Было очень интересно, классно поют. Ведущий красавчик. Так. Да ты сам классный парень, мне кажется. Приятное, очень позитивное видео. Да ты сам классный. Ребята, которые попали в это видео, просто обязаны хотя бы поблагодарить автора. Ведущий молоток, только не говори дружочки-пирожочки. Это фишка из КВН «Город развлечений». Придумай свое обращение к зрителям. Плагиатор. Дружочки-пирожочки. Дружочки-пирожочки. Подожди! Привет, дружочки-пирожочки. Это же из истории, когда говорят, расскажите своими словами. Но у меня же нет своих слов. Мы же общими словами говорим. Это, во-первых. А во-вторых, где город развлечений, где я просто. Вот и все. Это реверанс в сторону нашей Маши. Тут пишут «Девушка очаровательная, хоть и год». По-моему, Маша там Представляете, оставила какие у комментарий. человека моральные Просто у нее принципы, была типа... фиолетовая помада, по-моему. Год, все. Просто готов, наверное, не видели? Или что с вами не так? Просто я видел, и Маша не год.
С другой стороны, вот есть комментарии с критикой, есть конструктивной, и тоже спасибо вам за это, потому что вы делаете нас лучше. С другой стороны, есть абсолютно, мне кажется, неадекватные какие-то заявления. У нас появилась такая серия видео, мотивирующие девушки Якутска, и очень странные комментарии, там, допустим, что фитнес – это разврат. Мне интересно, кто пишет. Вот можно посмотреть? Мне вот хочется просто пообщаться с Мне людьми. кажется, Баба Марина не будет такого писать, ей это не нужно. Вообще наша передача как таковая нацелена на определенный Молодежь. возрастной контингент, да, и это вроде как бы должна быть молодежь, но тем не менее, когда предположительно от молодого человека или от молодой девушки ты слышишь, что это разврат, это как-то странно. Не, наверное, сидит как раз-таки девушка, которая сидит в обнимку с ведром KFC, вот с такими щеками и смотрит на вот эту вот Разврат. супер девушку в купальнике и пишет: это разврат! Это разврат! Комментарий к интервью с Димой Раскоповым, и вот написано было: вот даже по речи сразу чувствуется, человек не из наших мест, без этого дурацкого неуместного юмора, в скобках, как у ведущего, ведущий был я, и хвастливого поведения. Как у ведущего. Как у ведущего. Я даже не знаю, что вот Не, ну так и есть же, ребят. Все правильно то ли, говорят. то ли у меня просто другое восприятие того, что значит быть хвастливым. И мне кажется, я всегда стараюсь быть как можно более скромным. Hello, darkness, my old friend. Не, когда мы просто росли на сказках типа «Колобок и репка», Илья рос на сказках типа Канье Уэста. «Красная шапочка» в оригинале. Поэтому его юмор далеко за гранью Шарля Перро. Но это неправда на самом деле, потому что я, наоборот, вырос в парадигме... Парадигме он вырос, ребята. Ну какого черта вообще? В какой парадигме ты вырос? Ты в Якутске вырос. Ты в Якутске вырос. Причешь. Нет, просто я не понимаю этих обвинений в хвастливости, потому что я знаю, что это не так, потому что я вырос, мало того, что в Якутске, я вырос на Сайсарах. У нас за хвастовство били. Те люди, которые были слишком хвастливы, они не доживали если бы просто. вы видели его еще в школе, то Да. за такой вид, в принципе, били. Как бы. Били постоянно. Так что если бы я бы еще хвастался, меня бы точно бы убили, и как бы я бы просто не сидел бы сейчас здесь, не хвастался. Красивые у вас там девушки, что классные, ну это правда. Лапшу неправильно приготовили, раз 10 написали, хотя мы специально... Такое чувство, что люди в принципе видео не смотрят. Она вообще-то предназначена для жарки, но мы сегодня просто ее заварим, потому что мы простые люди. Да, что я хочу сказать, в следующем году я хочу призвать, во-первых, наших зрителей, если у вас все еще нет домашнего животного, заведите себе домашнее животное, подобрав его с улицы. Возьмите собачку, кошечку, спасите душу, которая в наших якутских морозах точно не выживет. Но сейчас я вставлю просто то, что не войдет в эфир, но во всех религиях животные — это бездушные существа. Ну нет, у нас же Папа Римский подтвердил то, что у собак есть душа. Ну, только в рай что-то никто не попадает. Ты там был? Или ты уже до такой степени уже райский? В последнее время нам действительно оставляют очень много комментариев под видео, но не всегда конструктивных, что ли. И мы бы хотели вас попросить побольше конструктива. И вообще нам очень нравится Да. то, что... Если вам что-то не нравится, то вы можете предложить, мы прислушаемся к этому. Оставляйте комментарии, делитесь этим видео, и мы с вами всегда. Это ты типа решил... Мы все читаем, кстати. Мы не завершили свою мысль. Спасибо за комментарии. С вами были Ветви и Пока. пока. Всем пока. С вами были Кэп, Маша и Сережа. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока, пишите свои комментарии. Это был первый номер болтологии. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.